поселке Комсомольском Белгородской области также состоялось освящение нового православного храма. Это событие, ставшее возможным благодаря деятельному участию благотворителей, собрало как на большое торжество всех сельчан. Рассказывает Виталий Стариков. Поселок, который назвали Комсомольским, появился на карте Белгородского района в конце 60-х годов. И, конечно же, храма здесь не было никогда. Времена изменились, многие стали обращаться к вере. Жители поселка ездили на богослужения в Белгород, в ближайшие села. Потом возникла община, служили в приспособленных помещениях. Назрела необходимость иметь в поселке свой дом Божий. Камень в основании будущего храма заложили еще в 96-м году. Ждали 16 лет. Попал в долгострой. Но, наконец-то, наша мечта всех жителей поселка Комсомольский осуществилась. Чувство радости охватывает нас. Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря тому, что за него взялся неравнодушный человек. Это 9-й уже храм. Предложение было, что закончить строительство. Я с удовольствием взялся и построил этот храм. Потому что не каждому человеку в жизни удается хоть один храм построить. Чтобы Господь разрешил ему построить храм. Не каждому это удается. Митрополит Белгородский Староскольский Иоанн осветил престол во имя Святой Живоначальной Троицы. В освященном храме владыка совершил первую божественную литургию. После богослужений на крыльце храма подписали акт передачи здания церкви Белгородско-Староскольской епархии. Главному благотворителю владыка Иоанн вручил медаль Русской Православной Церкви святителя Иоасафа, епископа Белгородского чудотворца. Наряду со строительством и благоустройством наших городов и весей возводятся храмы на Святом Белогорье, и это и есть свидетельство нашей любви к Богу. И Господь отвечает нам тем, что жизнь на Святом Белогорье благоустраивается духовно и материально. Грамотами руководства района были отмечены строители, потрудившиеся на возведении нового храма. Виталий Стариков, Артем Антонов, Вести Белгород для телекомпании «Союз».